Меня зовут Динара Молдошева, я являюсь учредителем общественного фонда Innovation Laboratory и также являюсь выпускницей программы Tech Woman 2022. Данное мероприятие актуально, своевременно, полезно. Тем более сейчас, когда весь мир развивается в сторону глобализации, в сторону цифровизации, точных наук, инженерии, математики. Естественно, Кыргызстан, как страна развивающаяся, не должна отставать от этого тренда. Тем более мы страна, которая не имеет доступа к выходу к морю, к океанам. Мы должны развивать свой собственный потенциал. Наш потенциал — это люди, это инновации, это креативные решения, это креативная экономика, это STEM, в конце концов, потому что STEM у нас заложен, можно сказать, в семье, издревле, в образовании. Еще в советское время у нас были прекрасные мужчины, женщины, которые прекрасные ученые, становились прекрасными учеными в сфере математики, точных наук, изобретательства. Мы должны развивать это направление, но делать это направление уже максимально приближенным к практике. Делать так, чтобы оно приносило доход, чтобы оно приносило реальную выгоду для нашего общества. Я бы хотела подчеркнуть, что такие мероприятия должны проводиться повсеместно и не только одной организацией, но и нашими национальными учреждениями, национальными институтами, государственными органами, общеобразовательными школами, учреждениями. Потому что если мы будем все вместе, если мы вместе будем развиваться в направлении и понимать, что такое STEM, и развивать, и воспитывать наших девочек, мальчиков в образовании, и брать приоритеты на развитие инноваций, приоритеты на развитие STEM, на развитие точных наук, IT-наук, и если мы это все будем делать вместе, то, конечно, у нас будет результат замечательный. И я бы единственное хотела бы пожелать, чтобы такие мероприятия также проводились в регионах, также проводились на кыргызском языке, как можно большее вовлечение сюда международных организаций, потому что, к сожалению, без поддержки, наверное, международных, в том числе финансовых поддержек, мы не сможем эту вещь сами провести. И, наверное, донесение важности STEM-образования до наших государственных чиновников, потому что мы говорим STEM уже на протяжении нескольких лет, но, к сожалению, вот телега, стоит ВОЗ поныне там. И если мы сами поймем, что каждая семья поймет, что девочкам нужен равный доступ в выборе профессий, в том числе в выборе точных наук, в выборе точных профессий, если мы поймем, что будущее Кыргызстана за точными науками, будущее Кыргызстана за цифровизацией, за IT-науками, за инновацией, если все общество придет к этой идее и все общество будет работать в этом направлении, то я думаю, что наше государство только выиграет в этом.